Вот я примерно показываю, читайте, видно. Кроме простой, вот, кому не нравится мой голос, пусть сам читает, но не всем он нравится. Вот, пожалуйста, Ширмакой, вы видите. И вот сюжет, очень известный библейский сюжет Давид и Голиаф. Тоже прашу, видите? Но уже с деревянным концом у него. С деревянным концом. Вот, смотрите. Это более усиливало, если вручную там достигало, как он пишет, 50-70 метров, а вот с деревянным концом мы попозже будем читать об этом, как автор описывает. Вот прашник. Давайте чуть-чуть для тех, кто не знает, что такое праша, прочтем. Прашевые ядра каменные и глиняные диаметром от 3 до 6-8 сантиметров, но также в могилах степных кочевников. Реальные ременные и веревочные праши и их изображения особенно часто находят в Египте. Там же встречается изображение ее редкого вида праши-ложки. Это оружие давно было видно в древнегреческой иконографии. Праша-ложка упоминается и Саргоном II века, Саргона II, как деревянная праша, она была известна ассирийцам. Наиболее ранние рисунки праши-ложки, датируемые 15 веком до нашей эры, найдены в степной росписи гробницы Има Унезиха и Фивах. Среди изображений предметов, входящих в дань Сирии, собранную жителями Палестины. Ветхозаветная история боя Давида с Голиафом говорит о том, что праша была распространена и в Палестине. Некоторые исследователи утверждают, что Давид применил в бою не простую ременную или веревочную прашу, как принято считать и изображать на картинах и рисунках, а необычную прашу-ложку или прашу-бич. Камень, выпущенный с большой силой, только из такой праши мог и поразить великана Голиафа. Тем более, как сказано в Библии, «И взял Давид посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушью сумку». Исследователи считают, что посохом в Библии называлась древко праши, ложки или праши бича. В античную эпоху прославились своими мастерством прашники Балеарских островов, сражавшись сначала в отрядах Ганнибала, а потом в армии Римской империи. Они поражали врагов свинцовыми ядрами в форме финика на расстоянии 120-160 шагов. Это примитивное оружие применялось в Европе вплоть до 15 столетия. Вот, пожалуйста, еще раз картина. Очень хорошая. Пошли дальше. Вот Шир-де-Мох, Паскачев, Багаева Муса, вот третьего я не знаю. Современный Шир-де-Мох. Это кладбище на окраине. Вот, пожалуйста, тоже древний воин-прашник. Древние аланские воины. Тоже, видите, вон там у него прашечка. За этим пазухой показано. Это древнее кладбище. Это моя тема. Вот селение Геремчук,
Герменчук в 15-19 веках. Очень интересный пейзаж. В русских источниках упоминание о селе Геремчук встречается с конца XVIII века. Основателями села Геремчук являются предки Тейпа Ширди. Попробуем внести некоторую ясность на основной анализ, доступный нам на сегодня исторической информации. После нашествия монголо-татар равнины Северного Кавказа долгое время оставались незаселенными. По свидетельству современников, равнинные и предгорные районы Северного Кавказа за полностью обезлюденным после монгольского нашествия путешественники в течение нескольких дней пути не встречали в этих местах ни одного селения, ни одной живой души. Европейский автор XIII века Гильом де Рубрук о своем путешествии по территории Золотой Орды писал: удалившись таким образом от сарая, это, наверное, Асов, праздник всех святых, направляясь все к югу, мы добрались в праздник святого Мартина до гор Аланов. Аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим надлежало караулить горные ущелья. Вот, пожалуйста, как они охраняли горные ущелья. Аланы не выходили из гор для похищения их стад на равнине, которая простирается между владениями Сартахана, Алани и железными воротами. Заметьте, железными воротами. Отстоявшие оттуда на 2 дневных перехода, где начинается равнина Эрекакка. В этом регионе Кавказа в начале XIII века на равнине существовало лишь летнее стойбище и небольшие укрепления монголо-татар у выходов из ущелья. Но уже после отделения улуса Джучи от Монгольской империи во второй половине XIII века на равнинной территории Северного Кавказа появляются поселения, в которых проживало коренное население, вынуждены вернуться на плоскость из-за перенаселенности горных районов. В аланских городах, которые во время Золотой Орды были полиэтничными, например, Верхний Джулат, Нижний Джулат, Дядяков, большинство населения составляли монголо-татары. Но кроме того, здесь проживало и местное население. Вот примерные картины тех времен. Битва Тимура и Тохтамыша. В статейном списке русских послов Кахети Родиона Биркина и Петра Пивова 20-27 июня 1587 года упоминаются горские землицы Ококи, Кумуки, Минкизы, Индили, Шубиты, мимо которых они прошли от Сунжинского городища до селения кабардинского князя Алхаса, восточную часть Чечни, примыкающую к кумыкским владениям, и селение Эндери. Несомненно, селение Геремчук входило в союз чеченских обществ, и селения, которые обозначались в русских источниках того времени как Минкизы или Мичкизы в форме Мичкизы. Этот топоним встречается в отписке терского воевода Головина в посольский приказ 1 сентября 1614 года. Архивные материалы 1614-1621 года свидетельствуют об активизации русско-чеченских контактов, в том числе о службе мичкизских людей русскому царю. Например, в Терской расходной книге в разделе «Кумыкские, кабардинские и другими владельцами их услугам в государстве жалования 1618-1622 годах говорится о выдаче мичкизскому приезжему Аланбеку сукна в качестве оплаты за службу. Значит, наши предки служили царя. Да вообще с русскими они жили мирно, это понятное дело. Вот карта, которую он прикладывает.
Видите, да, Чута, Пешха, Большая Чечня, Нахчимох и так далее. Вот отписка. Написано так. Фокус. Фокус. Вот она. Очень красиво написана. Отписка, печать. Да, репродукции своей книги. Это переселение нахов в Турции. Вот заметьте вот эту фигуру, пожалуйста, на дальнем плане. Обычно автор картины свое мнение о происходящих событиях всегда говорит где-то в середине или на дальнем плане. Вот эта девушка никуда не собирается. Она смотрит вслед, так, фокус меня, и стоит у большого мегалита. Видите вы, рукой она оперлась и стоит, смотрит им вслед. А вон там хвост этих людей в поисках, как говорится, спокойной жизни, поверив некоторым агентам, многие чеченцы переселились. Вот видите, они со своими оружием и так далее. Оборачиваются, смотрят назад тоже. Последний, видимо, взгляд на родину. Вон там женщина тоже обернулась. Да, трагедия. Босиком идет пацан. С этим я, конечно, не совсем согласен. Это не высылка 44-го года. Тогда люди все равно жили богато. Это видно по этому обозу. И что пацан шел босиком, я не верю. Это во время высылки можно было еще. Сама, если она имеет такую обувь, посмотрите на ее обувь. Ни за что бы она младенца не оставила бы так. Это не совсем. А вот, пожалуйста, смотрите, одетый как пацанчик. Это более-менее. Тут автор картины допустил оплошность, по-моему. И это не совсем, или это цыгане, не чеченцы, висящими волосами, вот это тоже не подходит. То есть у чеченских женщин не то, что там грудь не была видна, даже ни одной волосинки не было видно. А это вот по этому знамению видно, что это времена халифата примерно. Уже это говорит о том, что художник был неграмотный в этом отношении. Просто вот такие он пользуется своими мастерскими вот этими привычками, когда ты где-то показываешь обнаженное тело, там сравнение с одеждой, и филон ноги, видишь, среди людей она ноги показывает. И вообще. Это не чеченки, какие-то цыганы получается. А вот она, чеченка, смотрите. Пацан тоже сделан как чеченец, неплохо. А этот сюжет вообще никуда не годится. Вот еще одну картину вам покажу. Пока на этом остановимся, я думаю, дальше мы продолжим. Вы в своих комментариях пишите, было ли вам интересно. Вот, я, значит, сделаю серию таких роликов про Паскачева. И также буду подбирать материалы, постараюсь по всем селам у меня не получится, но в основном так маленький экскурс я сделаю все-таки. Но опять-таки, понимаете, без таких людей, как Паскачев, мой рассказ будет очень такой слабый, ибо надо применять вот такие репродукции. Прочту я. В начале 19 века селение Геремчук упоминается в рапорте генерала Кноринска императору от 17 июля 1800 года о взятии в плен чеченцами возле Моздока основного поручика Таганова